читающий ребенок мало видит, слабо чувствует, а потому и плохо говорит. С этими словами трудно не согласиться. Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня у нас очередная встреча из цикла онлайн-консультаций, которые посвящены вопросам детского чтения. Что и как читают наши дети? Что мы, руководители детского чтения, родители, делаем для того, чтобы привлечь детей к чтению, чтобы привить им любовь к книге? Сегодня об этом мы поговорим с представителем читающей семьи Садвакасовых Гульнарой. Гульнара, я вот хотела спросить у вас, сколько читающих в вашей семье и с какого возраста вы начинаете приучать детей к книге, так скажем? Хорошо. Читающих вы имеете в виду, кто самостоятельно сам читает, правильно? Ну, даже нет. А кто может слушать? Да. Ну вот мы, да, у нас в семье нас 4, то есть нас муж и я, и 2 маленьких детей, 2,5 и 5,5 лет. Вот. И, естественно, мы начали знакомиться с книгами уже, ну не с рождения, конечно, где-то полугода, наверное, в тот момент, когда они начинают интересоваться окружающим миром, могут различать какие-то изображения, вот, книжки, и они рассматривали с удовольствием, и так оно у нас пошло как бы и до сих пор. Да, вот совершенно верно. Я тоже так считаю, что начинать приучать к чтению нужно как можно раньше. Ведь уже годику дети с удовольствием рассматривают книги, вот такие вот красочные, Да. в твердом переплете, они их рассматривают, начинают говорить свои первые слова. Да. Да, и книга, конечно, это путеводитель, который расширяет мир им, открывает им мир, показывает, знакомит с вещами. Вот это да, это замечательно. Ну, хорошо известно, что самый большой отпечаток в жизни оставляет книга, которая прочитана в раннем детстве. Вот я хотела у вас узнать, у вас есть такая книга, которая вам полюбилась, запомнилась или чему-то научила? Да, да. Дело в том, что в нашей семье у нас папа был человеком, который читал регулярно и постоянно, то есть это ночами. То есть он сидит и ночью читает, пока мама нас укладывала спать, на самом деле мы укладывали маму спать, и потом я бежала к папе, брала тоже книжку и читала. И вот из того разнообразия, которое у нас было в библиотеке, это были в основном сказки и некоторые книги о животных. И вот одна из самых, наверное, ярких книг, которая запечатлелась до сих пор вот у меня в памяти, это книга «Рожденная свободой». Это книга о семье, которая нашла, как бы, семья Адамс, по-моему, называлась, да, и 3 львят, и вот одна из них, из львиц, они как бы взяли к себе. И вот этот ее путь от того, как она росла в неволе, и потом возвращение ее как бы в дикую природу. И вот само вот это слово «свободно» и характер этой львицы, как бы вот эта свобода, я думаю, она запечатлелась вот на протяжении всей моей жизни. И поэтому это как бы является одной из моих главных ценностей, как путеводитель, да, в моей жизни, потому что я считаю, что все-таки человек, который обладает силой какой-то, да, и у него должна быть свобода, свобода мысли, свобода как бы выбора и свобода как бы каких-то целей, своих желаний. Поэтому да, вот книга действительно жизни, шикарная. Да, замечательно. Вот надеюсь, что кто-то услышит нас и тоже прочтет эту книгу с удовольствием. Я тоже ее рекомендую с удовольствием. Да, существует такое утверждение, что чем больше мы читаем, тем грамотнее, интереснее пишем. Но однозначно, да, что чтение книг увеличивает словарный запас ребенка, да? И вот хочется услышать ваше мнение, как вы считаете? Полностью согласна с этим утверждением. И я думаю, более того, все-таки, что разные люди и разные темпераменты людей, да, некоторые склонны больше такого харизматичные личности, есть более такие интроверты. Я, наверное, больше отношусь все-таки к интровертам, поэтому мне легче выражать свои мысли письменно. Мне нравится как бы вот, если вести Инстаграм, да, или какой-то блог там в Фейсбуке чуть-чуть, то мне как-то, когда я пишу, мысли они сами как-то приходят. То есть все-таки я думаю, что это есть отпечаток того, что мы много читали в детстве. А вот у мужа, допустим, у него склонность, он когда читает, он больше у него излагается в устной речи. Он очень хороший рассказчик, замечательный. То есть он, да, вот он
постоянно, регулярно нашим, ну вот больше старшему сыну рассказывает разные истории, и если что-то прочитал, он так интересно рассказывает, что, думаю, что он прям хорошо запоминает. Да, каждому свое, это Да. вот свой пример. Да, я еще вот знаю такие примеры, где, когда в семье вот после прочтения произведения проводят мини-спектакли, да, и делают такую инсценировку. И это очень увлекает детей. Они на этом заостряют внимание, они просят это еще раз повторить. И, соответственно, какие-то образы у них откладываются. Я это тоже приветствую. И вот даже недавно мне присылали фото, маленький ребенок, еще 1,5 года, бабушка ей читает Барто, стихотворение «Барабанщик», и она, говорит, берет какие-то палочки, переворачивает чашку и начинает вот это вот демонстрировать. 1,5 годика ребенку. Да. Вот вы такое практикуете? Я вообще считаю, что это идеальный вариант, если такое в семье практикуется. Мы к своей семье не практикуем, в силу, наверное, того, что я, наверное, уже много читаю. Мы читаем с детьми, но вот нереально много. Да. Они могут проснуться утром, почитай, мама, и в обед, и вечером. То есть у нас нет определенного времени. Мы просто в течение целого дня можем читать, пока мы внеурочно, да? Да, внеурочно. Ну, здорово. Но мы возьмем на заметку, может быть, на будущее. Да, может, когда они еще подрастут, там уже войдут в образ и сделают вам спектакль поставить. А еще, знаете, хотя бывает такое, вот, допустим, у сына на Новый год был костюм пирата, и вот они легко вживаются в образ, то есть, пирата, там Бармалея он играл, и вот они бегали с младшим потому что братом. они уже это знали, да, это произведение. Уже поиграли на это. Да, ну это здорово. А еще я вот считаю, я знаю тоже, что многие это применяют, после прочтения произведения устраивают изо-студию. Либо нарисуют главного там героя или тот, кто им запомнился, или же делают поделку из пластилина, из соленого теста, да. Можно также им предложить детям, чтобы они дали название этому творчеству своему, и, дать площадку для творчества детям, да? Вот как вы думаете, тоже, да? Вот старший сын, он очень любит рисовать, он еще, даже не помню, но он очень рано начал все этим делом заниматься. Иногда он рисует некоторые это вот персонажи. хорошо. Да, и вот к слову сказать, я вот хотела показать рисунок, вот совсем недавно. Маленький наш читатель Есенгельды Нурислам, ему 4 годика, после прочтения вот этой книги, вот, и после вот этого знакомства с этой книгой, как делать поделки, вот он принес и такой гордый подарил нам вот эту вот работу. Вот это да, вот это живой пример тоже. Еще вот такое направление, как привлечение детей к чтению, я считаю, что вот нужно знать предпочтения и увлечения своего ребенка, да? Вот увлекается ребенок футболом или цветы интересуют, там разновидности. Нужно собрать коллекцию, там журналы, брошюры, книги. И дальше ребенок сам уже будет искать информацию. Как вы думаете? Я тоже, я думаю, что это тоже в будущем отразится тоже на деятельности вообще ребенка. На данный момент, пока у нас дети маленькие, и вариации своих интересов у них быстро меняются. Допустим, если сейчас старшему нравится очень сильно лего, конструкторы, у него есть это в ассортименте. И младший подключается к нему в силу того, что вот это постоянно рядом. Вот. И какие-то книжки, если вы говорите о том, чтобы собирать какие-то коллекции, это пока такого особого не было у нас. Больше это касалось каких-то игр занимательных, творчества руками. Да, пока так. У вас еще все впереди, как говорится, поэтому, я думаю, что это вы все это еще будете на практике применять. И еще я хочу остановиться на таком важном моменте. Маленькие читатели часто предпочитают книги, журнал. Вот журналы, они такие яркие, красочные. И хочу сказать, что многие люди, оказывается, считают, что вот эти журналы уже не выходят. Недавно буквально читательница пришла, увидела Мурзилку журнал и говорит, а они еще есть? Да, хочу сказать, что эти журналы есть. Они по-прежнему красочные, содержательные. И детям будет интересно. Здесь вот и различные игры, да, и потешки, и детективы. Вот, и на русском, и на казахском языке. Очень богатый ассортимент, поэтому хочу обратить внимание всех.
И вот есть такой у нас журнал «Читайка», замечательный журнал, и к нему вот такая вот серия идет, подсказка для взрослых. Да, и здесь очень-очень много советов, как привлечь детей к чтению. Да? Вот считают, что дети не читают вообще у нас, что поколение не читающее, но это тоже можно оспорить, потому что, я уже это не раз говорила, у книги, просто у современной книги много конкурентов. Компьютеры, гаджеты и все тому подобное. Но есть дети, которые, да, они чувствуют книгу и видят, когда живой пример, и поэтому я рекомендую всем, конечно, и вам тоже, если вы не читаете, да, вот, чтобы в вашей семье тоже, или вы предпочитаете тоже чтение? Ну, мы, на самом деле, честно говоря, я тоже не знала, что «Веселые картинки и мурзилки» до сих пор у нас как бы выпускается, поэтому будем иметь в виду. В основном мы пользуемся книгами. Ясно. Еще в 15 веке Себастьяном Брантом, немецким сатириком, поэтом, были написаны строки: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому, родители пример ему». Да, личный пример, это всегда самое действенное средство, я считаю, да? А вы согласны с этим? Если дети видят читающих родителей, ну вы уже об этом немножко даже говорили, да, в начале, из своего детства, то они тоже будут тянуться к книге. Да. Я полностью согласна, и мало того, я думаю, пример нужно подкреплять еще и как бы такой фасилитацией, то есть фасилицировать, да, то есть помогать ребенку заинтересоваться. Если в нашей семье, допустим, на тот момент, когда мы интересовались чтением, старшая сестра и я, младшая позже родилась, вот, почему-то бежала я именно к папе. Не знаю почему, у меня почему-то больше интереса было. Но я думаю, если бы стимулировали больше интерес у старшей тоже сестры, она бы тоже читала в таком же большом количестве, допустим. Да. Но это не говорит о том, что она не читала, она тоже читала. Я думаю, что если родители сами создают такую атмосферу, где они могут иметь доступ постоянно перед глазами, у них есть книги в большом разнообразии, причем на данный момент современная как бы литература, она предлагает издательство, да, вот, красочные книги с большими иллюстрациями, ну желательно, конечно, выбирать с хорошим шрифтом, понятным, вот, для ребенка, чтобы для глаз тоже было хорошо. И тогда, ну, я думаю, проблем не будет. Да, да, ну вот да, такого мнения придерживаются многие неравнодушные родители. И я вот, когда в ходе подготовки к нашей вот этой консультации, я вот увидела такую выдержку и хочу ее привести. Если ребенок не видит родителя читающим, то любые убеждения не будут работать. Для ребенка, как и во всем воспитании, важен пример родителя. Телевизор – это новости, развлечения, книга – это знания. И именно родители должны показать, какое разнообразие есть, да, книг. Вот это стихи, вот это сказки, вот это историческое. И именно родитель может подначить ребенка: а ты знаешь, что этот мультфильм снят по книге. Сначала была книга, потом экранизация. Роль родителя – быть путеводителем, да? Как по жизни, так и в мире книг. И да, пробуждение интереса к книге происходит именно в дошкольном возрасте, и здесь ведущую роль играет семья, конечно. А задача руководителей детского чтения, воспитателей, библиотекарей подсказать эти приемы общения, да, с книгой малышей. И поэтому у меня большая просьба, наверное, как и у вас будет, к родителям, да, не оставайтесь равнодушными. Если вы увидели в руках у ребенка книгу, заинтересуйтесь, пусть ребенок поделится своими впечатлениями и обсудите прочитанное вместе. И, конечно же, нужно детей развивать, да, посещать библиотеки, посещать музеи, театры. Ведь если ты вложишь в ребенка, сколько ты вложишь, потом это все в наилучшем виде тебе вернется. Да. И вот, Гульнара, спасибо вам огромное, что вы пришли. Спасибо за приглашение. Да. Поделились своим опытом. Я надеюсь, что нас увидят, услышат. Что вы еще вот можете сказать? Может, про нашу библиотеку что-нибудь скажете? Вот я бы хотела, наверное, два момента отметить. Да? Первый момент – это наш современный мир, он очень быстрый. Второе, ну как, в этом же, да, что мамы, они занятые часто. Вот. И, конечно, здесь мы не можем оспаривать. Да? У нас, допустим, у меня есть время
Я сижу с детьми, есть возможность. Поэтому мы читаем много книг. Но есть мамы, которые много работают, и поэтому у них мало времени. Но одна книжка в месяц, и то может послужить как бы хорошим толчком к тому, чтобы ребенок был заинтересован. И второй момент, это вот библиотека ваша. Господи, спасибо большое за вас и за подругу, которая вот Аселя, да, ее зовут, мы когда 3 года назад сюда переехали, и может быть год только спустя она мне говорит о том, ты знаешь, что здесь есть библиотека, такая шикарная, там и на английском книги, и на русском, и на казахском, и какой хочешь. В общем, буквально недели не прошло, мы приехали, и все, наше путешествие началось. Благодаря вам, вот хочу еще раз поблагодарить за то, что вы очень гостеприимны всегда, за то, что всегда подскажете, что у вас есть в наличии, и за такой огромный выбор. Вот просто спасибо. Вы спасаете нашу семью от болезней. Спасибо большое. Ждем всех в областной детской библиотеке имени Абая.